Более 200 поправок, направленные на защиту интересов самых разных групп общества и попадающие в запросы граждан. До голосования, которое позволит изменить вектор развития страны, осталось 13 дней. Какие возможности откроются для самой прогрессирующей части населения – молодежи в случае изменения Конституции? В чем заключается смысл поправок и почему важен каждый голос, обсуждают на этой площадке. Наши совещания, форумы проводятся по инициативе и по поручению главы республики Махмуда Алия Макшариповича. Он очень серьезное внимание уделяет вопросам взаимодействия с молодежью, взаимодействия с общественностью, с общественными организациями. И он передал вам всем добрые пожелания, успешной работы. В актовом зале Малгобекской администрации собрались молодежные, общественные организации, представители ОНФ и партии «Единая Россия». Многие из ребят не скрывают, что смысл некоторых законодательных инициатив им пока еще непонятен. Так, первый зампред правительства Михаил Елезов в ходе выступления делает краткий обзор каждой поправки и параллельно разъясняет молодежи их значимость для будущего государства. Сегодня очень важно, чтобы мы с вами проявили гражданскую ответственность. Это будущее нас с вами, будущее наших детей. Поэтому очень важно, чтобы максимально те, кто не болеет, вышли на голосование. Представители молодежного комитета сегодня делают особый акцент на принятии поправки в основной закон государства о положении молодежной политики. Такую инициативу поддержал и президент страны. Владимир Путин заявил, что считает правильным закрепить в Конституции положение о молодежной политике и прописать, что она является предметом совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Председатель комитета по делам молодежи на встрече подчеркивает значимость для представителей молодого поколения знания о поправке, которая напрямую касается их будущего, и поддержать ее внесение в главный закон страны. То есть уже молодежная политика будет указана в Конституции. До сих пор в Конституции понятия молодежи в принципе не было. Сейчас эти поправки, они это предусматривают. Организаторы форума призывают представителей молодежи принимать активное участие в развитии республики. Подчеркивают, что каждый может внести вклад в улучшение различных сфер жизни. Благодаря многочисленным республиканским и межрегиональным форумам многие молодые ребята реализуют свои проекты на территории региона. Так, одна из активисток Алина Котеева воплотила в реальность свою идею 120 часов улыбки. Это арт-терапия для особенных детей. Признается, что этот проект дал ей много возможностей. Благодаря ему она смогла помочь многим детям, улучшить мелкую моторику, развить коммуникативные и эмоционально-волевые навыки, а впоследствии устроиться на работу в Центр непрерывного образования в Ингушетии. Эта идея пришла мне с тех пор, как я люблю помогать людям с ограниченными возможностями здоровья и посещаю разные благотворительные акции, участвовала в сборах, но мне этого не хватало. Мне всегда хотелось помочь им с более профессиональной стороны, а по профессии я психолог. Это еще один пример о вкладе волонтера в улучшение качества жизни населения. Волонтерство стало точкой консолидации общества, объединяющей большое количество людей разных профессий, взглядов, возрастов и политических конфессий. В 90-е годы, когда писалась Конституция страны, тему добровольческой деятельности оставили без внимания. Однако новая поправка в Конституцию предлагает закрепить статус волонтера в 114 статье, а именно добавить пункт о мерах поддержки волонтерской деятельности, что позволит закрепить важность и ценность деятельности добровольцев и оказывать им постоянную помощь от государства. Государство в различных форумах будет поддерживать волонтерское направление, и уже на государственном уровне будут поддерживаться волонтерские организации. Волонтеры молодой гвардии «Единой России» надеются на принятие новых поправок в Конституцию и уже готовы предложить новый обширный проект – народный бюджет. В рамках него предлагают закладывать 5% бюджета муниципального образования для народных инициатив. Народные инициативы будут формировать депутаты по предложениям людей. И мы сегодня хотим сказать молодежи, что они могут активно предлагать свои идеи. Да, действительно, раньше у них были возможности выигрывать грантовые конкурсы. И сегодня есть эти ребята, которые благодаря грантовым конкурсам улучшили городскую среду и здравоохранение своего города. Но теперь у них будет возможность напрямую влиять на бюджет своего муниципалитета. И мы сегодня представляем специальный портал, программу, которая называется «Народный бюджет». И, возможно, если законодательство изменится, мы сможем реализовать эту инициативу. Надеемся на активное участие нашей молодежи во всех государственных процессах, в том числе и на
выборах с 25 июня по 1 июля. В общем, форум стал возможностью не только узнать о предстоящих изменениях в жизни государства после внесения поправок, но и поделиться своими новыми идеями и планами. Также в рамках встречи Михаил Елезов ответил на вопросы молодых людей. Старт форуму обсуждения поправок в Конституцию РФ был дан в Малгобеке. Далее его организаторы планируют провести встречи с представителями молодежи всех городов и районов республики. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.